ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В Ухте снова обсуждают реализацию республиканской программы «Народный бюджет». В ее рамках на общественных площадках рассказывают о городских проектах по культуре, спорту, благоустройству территории муниципалитета, малому и среднему предпринимательству, а также образованию. Именно последнюю тему обсудили в 18-й школе. В процессе презентации каждый из докладчиков раскрыл актуальность своего проекта, который требует реализации. На повестке дня 2 проекта для дошколят: приобретение спортинвентаря в детский сад номер 31 и благоустройство территории 4-го детского сада, а также один для старшеклассников. Это покупка оборудования для профориентационного тестирования старшеклассников. Оказывается, по результатам опросов почти половина выпускников не знают, куда им идти учиться после школы. 30% из них говорят о том, что им не помешала бы помощь в определении с профессией. Приобретение и использование автоматизированных компьютерных методик по профориентации позволит нам расширить возможности ресурсного центра в оказании консультативной помощи учащимся в вопросах построения своей профессиональной траектории. Также позволит использовать качественно новые возможности для проведения диагностики личности и групп, используя современные формы и методы. Также обеспечит оперативность обследования и эффективность работы специалиста. Но презентация проекта и его обсуждение – это только полдела. Помимо этого, нужно собрать голоса присутствующих за реализацию, а также выбрать инициативную группу, которая будет и после заслушания собирать подписи в поддержку проекта. И даже на этом участие неравнодушных не заканчивается. В этом году народный бюджет обзавелся нововведением. Согласные, помимо подписи, должны подарить понравившейся программе еще и рубли, то есть софинансировать ее. Понятно, что там не говорится ни о тысячах, ни о том, что это, например, не меньше 100 рублей. Кто может и 10 тысяч дать, а кто может и 100 рублей. Вот, исходя из этого. Но именно на это смотрит, скажем так, республика, когда приносят подписи, и что каждый из тех, кто присутствовал на общем собрании, где голосование проходило, что они подписались за свое долевое участие в этом. Все проекты должны быть презентованы до 20 апреля. 1 мая первый тур программы «Народный бюджет» будет закончен, а проекты перенаправлены в администрацию главы региона. Там выберут так называемых победителей, которые пройдут во второй осенний тур. Реализовывать прошедший конкурс проекты будут в 2020 году.